В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Восстановительные работы в Аймиконском и Абыйском районах Якутии близки к завершению. Все работы должны завершиться к 30 сентября. В Сунтарском районе открыли сквер памяти Героя России Дмитрия Егорова. Узнаем подробности. Крупнейший в стране адаптивный образовательный комплекс открылся в столице. Все архитектурные и планировочные решения комплекса разработаны с учетом современных стандартов инклюзивного образования. Восстановительные работы в пострадавших от паводка Аймиконском и Абыйском районах Якутии вышли на финальный этап. На сегодня уже выполнен капремонт поврежденных жилых домов в Абыйском районе. В Аймиконском идут работы в оставшихся 8 домах. 4 бригады исполнительных органов власти республики в составе 34 человек на этой неделе выполнят все намеченные планы. В Аймиконском районе также продолжается и строительство многоквартирного дома для семей, полностью утративших жилье. Из 89 поврежденных домов восстановлен 81. Тем временем осталась ровно неделя до единого дня голосования 14 сентября. В этот день состоится голосование по 218 избирательным кампаниям. Работают на выборах 293 участковых избирательных комиссий. В эти дни члены УИК информируют избирателям возможность проверить свои данные в списке. Ну а, например, с 3 сентября началось досрочное голосование в помещении УИК. С 4 сентября принимают обращения от избирателей на голосование дома. Готовят избирательные бюллетени, ставят печати и подписи, оформляют помещения для голосования. Плановые региональные командно-штабные учения состоялись 5 сентября на базе личного подсобного хозяйства на Скрябинских полях возле Покровска, собрав 117 участников, в том числе представителей 17 районных управлений ветеринарии, а также различные федеральные службы. Участники учений, специалисты ветеринарной службы во взаимодействии с ведомствами отработали четкий порядок действий по локализации и ликвидации условного очага сибирской язвы сельскохозяйственных животных. Учения стали важным шагом к улучшению санитарного благополучия в регионе и повышению готовности к возможным вспышкам инфекционных заболеваний среди животных. Основная цель – это обеспечение безопасности населения, исключение угрозы жизни и здоровья жителей республики при выявлении различных очагов болезней животных. И для достижения этой цели сегодня мы отрабатываем практические и тактические навыки взаимодействия различных служб, и федеральных, и республиканских служб, и управления ветеринарии, и от их оперативности, от их понимания друг друга, от их командности, от их опыта зависит будет успешность исполнения этих задач обеспечения безопасности населения. В Якутске открылась специализированная школа для детей с ОВЗ. Она занимает один из корпусов адаптивного образовательного комплекса. На площади более чем 17 тысяч квадратных метров есть все необходимое для непрерывного обучения детей с особенностями. Как прошло открытие, чем может похвастаться школа комплекса, знает Вероника Таюрская. Открытие школы при адаптивном образовательном комплексе ученики и родители ждали давно. И вот в начале сентября Центр инклюзивного образования торжественно распахнул свои двери. В этот день порог новой школы переступили 440 учеников, из которых 84 первоклассники. С введением корпуса интерната для детей со всей республики учреждение сможет принять до 550 детей. При больших усилиях и поддержке, конечно же, и федеральных структур, и республики, и лично Арсения Сергеевича Николаева. И сегодня уже 440 детей с инвалидностью и ОВЗ смогут учиться в этой прекрасной школе, в которой созданы все условия, начиная от детей первоклассников и заканчивая получением профессии. На 9 тысяч квадратных метрах созданы прекрасные возможности, которые могут позавидовать и гимназии, и лицеи. Первая свая адаптивного образовательного комплекса была забита 12 сентября 2023 года. Сегодня, в сентябре 2025 года, комплекс состоит из нескольких зданий, в том числе и блоков, один из которых отдан под медицинские цели. Сейчас мы находимся в соляной комнате, которая так необходима детям с ОВЗ. Соляная комната – одно из немногих помещений, оборудованных специально для детей с ОВЗ. Кроме нее в стенах школы разместились гончарная и швейные мастерские, тренажерный зал и зал ЛФК, а также многое другое.
У нас предусмотрены кабинеты, очень хорошие, оснащенные кабинеты специалистов. Это кабинеты логопедов, дефектологов, психологов. На территории есть мини-стадион с беговой дорожкой и с уличными тренажерами. В свою очередь, ученики школы представили концертные номера, поразившие всех присутствующих глубиной исполнения. В школе созданы все условия для разностороннего развития творческих и интеллектуальных способностей детей с ОВЗ. Родители и дети уверены, что новый адаптивный комплекс станет местом для будущих начинаний. Комплекс вообще впечатляет. Мы тут впервые. И очень такая большая школа, очень много разных классов. И самое главное, то, что у моего сына, он на домашнем обучении, будет возможность в внешкольное время заниматься, посещать кружки. Да? Меня вот это очень обрадовало. Ученики и родители с нетерпением ждали ввода в эксплуатацию нового здания школы. Отныне дети, обучающиеся в коррекционной школе номер 34 Якутска, переедут в современный и комфортабельный корпус комплекса. Я вообще считаю, что нам сейчас быстрее надо сосредоточиться и второй этап закончить, чтобы в следующем году уже здесь у нас был полный комплекс, который, конечно же, будет помогать детям со всей республики. На базе адаптивного образовательного комплекса продолжит свою работу Доброшкола, которая реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа». Строительство корпусов началось во время реализации нацпроекта образования и продолжилось в новых нацпроектах «Молодежь и дети», а также кадры. Вероника Таирская, Айлита Махно, Якутск. День языков народов России впервые отметили по всей стране. Мероприятие прошло в Доме культуры имени Кулаковского. Торжество началось с произведения Расула Гамзатова в честь его дня рождения. На площадке «Арт-Атриум» представители национально-культурных объединений зачитали стихотворения и спели песни на 11 языках. Но чтобы сохранить традиции и культуру, арт-студия создала подкасты произведений народного творчества. Праздник будет проводиться ежегодно и в дальнейшем расширять свою программу. Сегодня вот я стою рядом с баннером. Вот есть у нас арт-студия «Дружба. Родной язык» называется. И мы здесь записываем подкасты различных произведений народного творчества тоже на своих языках. И вот с помощью Алисы, там, допустим, вот Алиса, включи, пожалуйста, да, мудрость предков. И оно будет говорить на якутском, на русском и, в основном тоже на языках коренных народов. Напомню, указом президента России от 11 июля текущего года утверждены основы государственной языковой политики, направленные на сохранение, развитие и поддержку языкового многообразия в стране. Президент России Владимир Путин, напомню, предложил учредить День языков народов страны и отмечать праздник ежегодно, 8 сентября, в день рождения великого поэта Расула Гамзатова. Всего в России, к слову, официально признают более 270 языков и диалектов, которые используются различными народами, проживающими в стране. В Якутии же проживают представители 130 национальностей и этнических групп. В Якутск прилетели федеральные эксперты Росмолодежи и Фонда президентских грантов. В течение 2 дней они будут делиться секретами успешного написания и защиты проектов, претендующих на финансирование со стороны организаций. Например, эксперты рассказывают о действующих грантах, сроках подачи и делятся основными ошибками участников при подаче заявлений. Ну и в свою очередь многие приглашенные члены Фонда президентских грантов рассказывают о возможностях подачи заявлений в области экологических и природоохранных проектов. Для любого региона вообще, в частности, конечно, для Якутии, это очень тоже будет полезно и интересно, потому что у молодежи, у взрослого населения очень есть интересные, уникальные идеи, которые, конечно же, нужно уже дорабатывать в проекты, подавать на грантовые конкурсы и реализовывать их, чтобы действительно делать мир лучше, потому что социальные проекты – это про людей, про их изменения, про положительные изменения в жизни. Когда семья становится командой, идеи превращаются в реальный бизнес. В Якутске стартовал проект «Малый бизнес для большой семьи», в котором участвуют сразу 23 семьи, из которых 17 многодетных из разных районов республики. В течение 5 дней они будут учиться бизнес-грамотности, разрабатывать и защищать собственные проекты, а также получать консультации экспертов и советы успешных предпринимателей. Победитель получит 150 тысяч рублей на развитие своего дела. Проект, напомню, организован центром «Мой бизнес».
Мы предполагаем, что очень большое количество людей желают стать предпринимателем, но многих сдерживают какие-то такие внешние или, может быть, внутренние факторы. Может быть, незнание основ налогообложения, может быть, отсутствие каких-то финансовых знаний, понимание того, как начать свой бизнес. И вот мы помогаем именно со своей образовательной программой «Малый бизнес для большой семьи» преодолеть этот внутренний страх, получить знания, которые помогут сделать первый шаг. Знаменательное событие – открытие отделения Якутского медицинского колледжа. Первые 54 студента первокурсника Якутского медицинского колледжа в Мегино-Кангаласском районе вошли в историю района. Набор провели по двум востребованным специальностям – это лечебное дело и сестринское дело. Открытие отделения Якутского медицинского колледжа в районе – это важный шаг для развития системы здравоохранения. Подписано, к слову, еще и 4-стороннее соглашение между колледжем, администрацией района, Центральной районной больницей, школой номер 1. На данный момент поступили, это бюджетные места республики, 28 заключили уже сейчас сразу целевые договоры. Этот процесс продолжается, то есть задача учиться на месте, учиться хорошо и дальше остаться, жить и работать в Мегино-Кангаласском улусе. От имени Министерства образования и науки республики искренне выражаю благодарность за сотрудничество Дмитрию Ивановичу Тихонову, администрации Мегино-Кангаласского улуса, всем, кто сделал возможным это событие. Достаточно быстро мы реализовали, и уже новый учебный год стартовал. С целью увековечивания памяти Героя России Дмитрия Егорова работники жилищно-коммунального хозяйства создали сквер на его родине. С помощью профсоюза они получили строительные материалы, и сами работники Сунтарского филиала организовали субботники. Здесь установили памятный бюст, есть стенд, рассказывающий о герое, и посадили даже яблоневые деревья, чтобы сквер стал еще комфортнее. Также учащимся с отличием назначили специальную стипендию – 30 тысяч рублей, которую будут вручать ежегодно. Дмитрий Егоров, напомню, проработал в сфере ЖКХ полных 15 лет. Он проработал в нашем предприятии практически с начала образования, с 2004 года по 2019 год. 15 лет проработав оператором в котельной. Конечно, коллеги его очень хорошо помнят как специалиста высокого класса, очень был ответственный, дисциплинированный человек. Ну, про таких говорят и в коллективе называли тоже душой его команды, наших коммунальщиков. На этом все. До встречи.